2017 год в Якутске прошел под знаком 385-летия столицы и Года добра. Юбилейный год отмечен успехами и достижениями во всех сферах жизни. В сентябре 2017 года состоялись выборы главы городского округа город Якутск. Убедительная победа действующего главы Айсена Николаева по результатам голосования стала показателем позитивной оценки жителями Якутска деятельности по развитию города за пятилетие и поддержки народной программы «Работаем на успех столицы». Якутск – один из самых быстро растущих городов России и занимает 66-е место по численности населения. К концу 2017 года население городского округа увеличилось на 4178 человек и составило 326 886 человек. Рождаемость превысила показатели прошлых лет. В середине декабря 2017 года в столице родился 6-тысячный ребенок. Одним из первых городов на Дальнем Востоке Якутск завершил программу расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. Расселено 226 аварийных домов или 2040 квартир общей площадью 71 956 квадратных метров. 156 квартир предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Господдержку в улучшении жилищных условий получили 99 молодых семей и 44 работника бюджетной сферы. Жильцы расселенных аварийных домов получили квартиры общей площадью 89 030 квадратных метров в 40 новых многоквартирных домах. Столица сохранила лидерство и по жилищному строительству. По предварительным итогам введено 310 000 квадратных метров жилья. Высокими темпами возводятся жилые дома и социальные объекты в 203-м микрорайоне. В комплексе «Прометей» сдан 4-й 15-этажный дом. Открылся детский сад, строится большой многоуровневый гараж. Активно работают компании «Стройкон» в 94-м квартале, «Трансстрой» в квартале 9А. Продолжилась работа в исполнении поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по ликвидации второй смены в школах и очереди в дошкольные учреждения. В поселке Геологов состоялось торжественное открытие нового здания 18-й школы. Ведется строительство здания 35-й школы на 275 учащихся в 23-м квартале. По соглашению государственно-частного партнерства между окружной администрацией города Якутска, правительством Республики Саха-Якутия и компанией «Газэнергомонтаж» строятся новые здания национальной школы АИКХТА, 6-й, 25-й школы, Международной арктической школы. Ведется строительство детских садов «Ивушка» и «Малышок», детского сада в селе Сырдах и 2 детских садов в 203-м микрорайоне. Начато строительство Дворца современного искусства имени Юрия Гагарина в Гагаринском округе, детской школы искусств с концертным залом, библиотечного центра в 203-м микрорайоне. Общий объем выполненных строительных работ по объектам ГЧП составил 40%. Забито 2326 свай. Благоустройство и жизнеобеспечение. По программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2032 годы отремонтировано более 8 километров дорог. Проведена реконструкция объездного шоссе на участке от автострады 50 лет Октября до улицы Жарницкого с устройством кольцевой развязки. Завершен капитальный ремонт участков улиц Кальвица, Ломоносова, Черяева, Жарницкого. Отремонтированы участки улиц Петра Алексеева, Кулаковского, Уткина, Чернышевского, Хабарова, подъездная дорога к Национальному центру медицины. Завершено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Калица, Жарницкого, Пирогова, работы по обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, ограждений и тротуаров велись на улицах Билибина, Каландарашвили и Автодорожная. Выполнен ямочный ремонт 10,8 тысяч квадратных метров городских улиц. Восстановлено 3,6 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезда к станции скорой помощи по улице Петра Алексеева и участка улицы Можайского от автострады 50 лет Октября до городской больницы номер 2. Отремонтированы тротуары с плиточным покрытием по магистральным улицам Якутска площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Обустроены тротуары по улицам Хабарова, Курашова, Дежнева, подъездная дорога к перинатальному центру. Дорожно-ремонтные работы проведены также в пригородах Якутска. По программе «Светлая столица» обновлены линии уличного освещения в поселках столицы, продолжена реализация социального пилотного проекта «Теплая автобусная остановка». Обустроено и введено в эксплуатацию 18 теплых остановок. В 17-м квартале открылся многоуровневый гараж на 100 машиномест. В 2017 году восстановлена проточность горканала от улицы Якутской до озера Хатынурях, от Атласовских озер до озера Безымянное в районе Речевой школы. В 69-м квартале проведена очистка Заложного озера.
В год экологии в Российской Федерации Якутск стал участником национального проекта формирования современной городской среды. В муниципальную программу вошли 9 общественных пространств и 21 дворовая территория. В 13 дворах асфальтированы проезды, смонтировано уличное освещение, установлены урны и скамейки. В более 10 дворовых территориях обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха и парковка. Общая площадь асфальтирования дворовых проездов и парковок составила 49,5 тысяч квадратных метров. Обустроено 4,5 тысячи квадратных метров тротуаров. В рамках проекта «Народный бюджет» построено 11 детских игровых и спортивных площадок, 4 сквера, запущены летние водопроводы в пригородном ИСОТ 40 лет Победы. В Тулагино оборудован тренажерный зал для инвалидов, проведен ремонт и благоустройство домов инвалидов. Благоустроены территории Центра культуры и досуга Тюсюльге Тулагино, сквер ветеранов Великой Отечественной войны в пригородном, сквер чтения и досуга в Магане, сквер «Девочка с олененком» в Сайсарском округе, зона отдыха молодежи и дворовой сквер в Промышленном округе. При поддержке строительных компаний благоустроены дворовые территории 15-й, 19-й, 20-й школ, 1-й Мархинской школы, детской школы искусств в Хатасах. В округах и пригородах Якутска построено 18 новых и отремонтировано 54 детских игровых площадок. В год добра с участием горожан, трудовых коллективов, предприятий города создано 19 новых скверов и зеленых зон. Открыты скверы с памятниками олимпийскому чемпиону Роману Дмитриеву, государственному деятелю Якутии Илье Винокурову. Продолжается строительство бульвара Учителя, сквера ветеранов тыла, благоустройство озера Щорса. Силами трудовых коллективов, учебных заведений, жителей города высажено рекордное количество цветов – 1 миллион 416 тысяч цветов. Участники экологической акции «Вызов кузов» вывезли и сдали на утилизацию 70 заброшенных автокузовов. На территории 15-й школы оформлена экспозиция арт-объектов из вторичного сырья «Парк 2021». По 7 направлениям года добра состоялось более 700 благотворительных, социальных акций и добровольческих проектов. Их инициаторами и участниками стали 128 тысяч горожан, трудовые коллективы предприятий и организаций, представители общественных объединений и бизнеса. Поддержка и развитие предпринимательства. Якутск занимает лидирующие позиции по республике по отгрузке товаров собственного производства, обороту розничной торговли, общественного питания, бытовым услугам, населению. В 2017 году запущены первые производства на территории опережающего социально-экономического развития Кангаласы. Предприятия Саюри, Сахалипснели, Биге, Теплый край начали выпуск собственной продукции. В Якутске ведут деятельность 2116 малых предприятий, численность работников которых составляет 14 690 человек. Работают 15 518 индивидуальных предпринимателей. По предварительным данным, налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет городского округа составят 1 миллиард 914 миллионов рублей, что превышает показатели 2016 года на 4,4%, 1 миллиард 833,2 миллиона рублей. В рамках Дней города Якутска в Стамбуле подписан меморандум о намерениях по строительству гостиничного комплекса между окружной администрацией города Якутска и турецкой Экси Групп. Следующим шагом стало подписание протокола о намерениях между международным гостиничным брендом Hilton Worldwide и турецкой Экси Групп в ходе проведения Дней Якутии в Москве. Проект подразумевает строительство 8-этажного отеля общей площадью 6,7 тысяч квадратных метров в городе Якутске. Инвестиции в основной капитал в 2017 году по городскому округу город Якутск составили 20,2 миллиарда рублей. Развитие агропояса Якутска. В 2017 году проведен капитальный ремонт второго животноводческого комплекса «Багарах», телятника на 250 голов, построен гараж на 15 машиномест. Закончено строительство цеха по переработке и утилизации свиного навоза. Построены 2 конебазы, сельскохозяйственный рынок в селе Хатасы. Завершено строительство подземного ледника для хранения продукции СХПК «Тумен». На территории Якутска действуют 6 крупных сельскохозяйственных предприятий, 119 подсобных и крестьянских хозяйств, а также 78 дачно-садовых кооперативов и 276 садово-огородческих товариществ.
Благодаря муниципальному фонду поддержки агропромышленного комплекса приобретены 33 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 1 комбайн и 11 тракторов МТ-3, пресс-экструдер в ПТКХ «Сибирь». Поголовье крупного рогатого скота в пригородных хозяйствах составило 4035 голов, лошадей 3200 голов, увеличение 7,2% к 2016 году, свиней 12572 головы, увеличение 6,1% к 2016 году. Несмотря на неблагоприятные для сельского хозяйства погодные условия, рекордных урожаев добились растения и воды. Валовый сбор картофеля превысил показатели 2016 года на 6,2% и достиг 12 042 тонн. Выращено 8465 тонн овощей, что на 8,7% превысило результат 2016 года. На 2,3% возросло производство мяса, на 3,2% производство молока. В детские и дошкольные учреждения поставляется продукция круглогодичного тепличного комплекса «Сайури». Выход тепличного комплекса на полную проектную мощность запланирован к 2019 году. Начата работа по строительству второй очереди комплекса. Социальная сфера и общество. В 2017 году в список 200 лучших школ России вошли Якутский городской лицей, физико-технический лицей имени Владимира Ларионова, Республиканский лицей. Это наилучший показатель на Дальнем Востоке, от которого в целом в топ-200 вошли 5 школ. В 2017-2018 учебном году в 50 школах обучается 42 287 детей. 5143 ребенка поступили в первый класс. 60 детских садов посещают 17 289 детей. 28 частных детских садов – 3459 детей. 17 выпускников при сдаче ЕГЭ получили 100 баллов. Первые 3 выпускника получили 100 баллов по математике профильного уровня. 200 выпускников муниципальных школ награждены медалью за особые успехи в учебе. Для повышения качества и доступности дошкольного образования, начального и среднего общего образования на родном языке утвержден план комплексного развития сети группы классов с родным якутским языком, воспитание и обучение в муниципальных образовательных учреждениях на 2017-2025 годы. На родном языке обучаются 10 622 ученика, или 25,2% всех учащихся городских школ. В Якутске работают 5 национальных детских садов. В 119 группах 27 дошкольных образовательных учреждениях воспитание и обучение ведется на родном якутском языке. В сентябре 2017 года открыты 3 дополнительные группы с якутским языком обучения в действующих детских садах: «Остров сокровищ», «Земляничка», «Подснежник». Проведен капитальный ремонт в 23 детских садах и 23 школах, в том числе капитальный ремонт Кангаласской средней школы. Горожане имеют возможность подать заявление на поступление в школу в электронном виде через государственный портал Е-Якутия. 2017 год был богат спортивными победами и достижениями. На 20-й спартакиаде по национальным видам спорта игры Манчары в Верхневилюйске сборная команда города Якутска заняла безоговорочное первое место. Под занавес года столичные борцы через 11 лет вернули городу Кубок Федерации Республики Саха-Якутия по Хапсагаю. В юбилейном году состоялись масштабные события, достойные высокого статуса Якутска как культурной столицы Арктики. Жители и гости Якутска установили очередной рекорд Гиннесса на Эсэхи Туймады. На трибунах Уз-Хатын собралось самое большое количество людей в якутских национальных костюмах. Зарегистрировано 16 620 участников рекорда, а всего на празднике приняли участие более 180 тысяч человек. К 385-летию столицы командой One Click издан первый на Дальнем Востоке учебник «Градоведение. Здравствуй, Якутск». Его авторами стали историк Пантелеймон Петров и педагог Владислав Голованов. В подготовке учебника к изданию приняли участие школьники. В День воинской славы город обрел имена еще 62 воинов, призванных на фронт Великой Отечественной войны из Якутска. Теперь на Народном мемориальном комплексе солдат Туймады увековечены имена 20 625 солдат. В программу Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» вошли Международный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», спортивные игры народов Севера, международный конкурс ледовых и снежных скульптур, в котором приняли участие команды из Франции, Голландии, Китая, Монголии, Белоруссии, из регионов России, Башкортостана, Тывы, Чувашии, Санкт-Петербурга, Московской области.
2018 год – год новаторства в городе Якутске, год содействия занятости в Республике Саха-Якутия и год добровольца и волонтера в Российской Федерации. Год будет насыщен важнейшими политическими событиями, которые во многом определят ход развития города, республики и всей страны на ближайшие десятилетия.